Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Женщины у нас в Якутии отличаются целеустремленностью и свободой мысли, возможностью реализовывать свои задумки в любой сфере деятельности, в том числе и в политике. Хотя статистика и говорит о том, что женщин-депутатов в Якутии не так много, но есть среди них и яркие представительницы слабой половины человечества. И сегодня в программе «Якутия Лайф» мы поговорим о роли женщины в современной политической системе региона и страны, а также обсудим вопросы о том, как развивать Арктику и делать жизнь якутян лучше и комфортнее. С моей сегодняшней гостьей, председателем Совета депутатов Верхоянского района Екатериной Наговицыной. Добрый вечер, Екатерина Васильевна. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как женщине стать спикером парламента? В 2017 году я пошла на выборы. До этого я работала долгое время начальником управления культуры Верхоянского района. Параллельно была членом молодежного парламента при Госсобрании Ильтюмени Республики Саха-Якутия. Вот этот именно молодежный парламент дал такой стимул попробовать себя в роли депутата, попробовать ставить цели, продвигаться в политике, что можно себя попробовать, можно реализовать свои задумки, чаяния людей. И в 2017 году я пошла на выборы, стала от своего округа, потом среди депутатов тоже голосование было на председателя, и в результате чего я стала председателем Совета депутатов Верхоянского района. А сколько у вас депутатов? У нас 17 депутатов, 17 одномандатных округов, и из числа у нас имеется еще в составе 7 постоянных депутатских комиссий работает, и председатель районного совета у нас, так как Верхоянский район является одним из самых крупных северных районов, должность является освобожденной. А есть ли депутаты женщины еще среди этих 17? Да, конечно. У нас в Верхоянском районе вообще женщины очень активные, все заинтересованы общественной жизнью, много общественниц. У нас в депутатском корпусе 5 женщин, у нас 17 глав муниципальных поселений, и 17 глав муниципальных поселений у нас 8 женщин возглавляют наши поселения. И мы сегодня можем уверенно и твердо, гордо сказать, что там, где у нас женщины руководят, проводится больше работы, больше внимания уделяется социальным проблемам населения, которые очень нужны и необходимы. Женщина как мать, как хозяйка относится к своему наследию, как мать, ко всем своим членам семьи, каждому жителю своего наследия. Кстати, я вспомнила, что наш депутат Государственной Думы Галина Кентинченко, она же тоже работала в Верхоянском районе. Да, в Верхоянском районе. Она долгое время работала начальником финансового управления. Она в плане того, чтобы поддержать Верхоянский район, постоянно приезжает. И мы, верхоянцы, гордимся нашей землячкой. И вот когда она выдвигается на выборы, да, в Госдуму, она всегда проводит встречи, всегда проводит совещания. И сейчас вот последние 2 года с пандемией у нас все было онлайн, и мы с ней часто тоже в удаленном режиме работаем, постоянно ставим свои вопросы, свои проблемы. В 2021 году у нас было большое событие, это долгожданное наше открытие здания новой больницы, центральной районной больницы. Вообще работа ведется. Мы гордимся нашими землячками, нашими женщинами яркими. Екатерина Алексеевна Портнягина у нас есть. Она была депутатом Государственного собрания Ильтюмени Республики Саха-Якутия в 3-м созыве. У нас Акулина Трофимовна Стручкова тоже избиралась депутатом Госсобрания Ильтюмень. И вообще мы всегда ставим их в пример, наших ярких женщин. То есть женщины на севере, получается, вообще активные, да? Женщины активные, они самые-самые главные общественницы. От них очень многое зависит. Все субботники, все строительства, все равно это инициатива наших женщин, наших матерей, наших активистов. В любом населенном пункте
любой организации. Женщина — это наша движущая сила. Ну, раз уж мы заговорили о женщинах-матерях, у нас же год матери в республике сейчас идет. Наверняка же были какие-то предложения, наверное, к году матери. Как я уже говорила, у нас много общественниц, и все женщины вовлекаются в различные объединения. В Носликах активно работают женские клубы, объединения женщин. В том числе мы плотно работаем с общественным открытым республиканским форумом подруги, возглавляемой Евгенией Исаевной Михайловой, и совместно с Союзом женщин республики. Ага. И вот по линии нашей организации «Подруги» мы выдвинули идею провести в связи с Годом матери большой республиканский форум «Ие Олох Олонхо». Почему мы предложили такую идею? Да? Земля Верхояния является богатой своей историей, культурой, нематериальным культурным наследием. Мы гордимся нашей землячкой Дарьей Андреевной Томской-Чайка, Олонхосуд, сказительница, и я Олонхосуд. Благодаря ее исполнению Олонхо признана шедевром ЮНЕСКО. Она исполняла Олонхо в Японии, и благодаря ей, увековечивая ее имя, мы в 2016 году у себя в Верхоянском районе проводили 10-й республиканский ИСЫХ Олонхо, который у нас прошел на очень высоком уровне. И вот спустя время, в 2016 году прошло, в этом году как раз объявили Год матери, и объединяя имена всех женщин-сказительниц вокруг нашей Дарьи Андреевны Томской-Чайка, имена женщин, которые обучают детей Олонхо, женщин, которые изучают Олонхо, женщин-ученых, которые постоянно занимаются Олонхо, и вокруг Года матери, вокруг нашей Ие Олонхо Суд, сплотить наших женщин, увековечить имена женщин-сказительниц. И с этой целью мы предложили провести такой форум. И были очень рады, увидев в утвержденном республиканском плане мероприятий Года матери наше мероприятие «Ие Олох Олонхо». Мы здесь советовались с Ассоциацией Олонхо Республики, с Институтом Олонхо, с Театром Олонхо. Ну, предварительно обговорили, как мы можем провести, и очень надеюсь, что оно войдет в жизнь, реализуем. А когда примерно оно будет? Мы планировали, что получится в апреле месяце, а так планово оно у нас стоит в июне месяце. Ну, прямо сейчас идут в Якутске дни Верхоянского района. Расскажите, пожалуйста, что прямо сейчас, по-моему, концерт происходит, насколько я знаю. Ага. У нас с 25 марта начались дни Верхоянского района в городе Якутске. Программа очень насыщенная. 25 марта у нас началось открытие выставки нашего районного краеведческого музея «Полюс холода», музея имени Емельяна Яриславского. И с этого дня у нас каждый день мероприятия, презентации книг, открытие выставок, круглые столы, совещания. И 28 марта мы провели на уровне Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия тоже встречу народных депутатов Государственного собрания Иль-Тюмень из нашей делегации, где мы тоже поставили свои постановочные вопросы. Председатели постоянных комитетов ответили на наши вопросы. И мы на этом мероприятии, еще вторая цель нашего мероприятия — это увековечивание имени нашего Георгия Семеновича Ефимова. Ему в этом году исполняется 130 лет. По мероприятиям Георгия Семеновича Ефимова принят республиканский план, возглавляемый Сергеем Васильевичем Местниковым. И вот 28 марта мы тоже озвучивали все материалы, которые у нас имеются по Георгию Семеновичу Ефимову. Он наравне с Платоном Алексеевичем Аюнским, с Максимом Кировичем Амосовым отстаивал автономию Якутии и возглавлял комиссию по подготовке декларации и конституции якутской автономии. Мы его именем очень гордимся и хотим, чтобы его имя всегда звучало наравне с нашими отцами-основателями Якутии. С такой целью. И у нас еще дальше будет мероприятие завтра буквально по Георгию Семеновичу Ефимову отдельно. У нас будет круглый стол с общественностью, с нашими учеными, исследователями. В музее Хамуса? В музее Хамуса с 4 часов. И я знаю, что готовится еще к изданию книга о Георгии Семеновиче и сквер
в Якутске должен Сквер появиться. Якутска, да. Ага, вот мы были очень рады, когда вышло распоряжение о том, что будет создан оргкомитет по изданию книги Георгия Семеновича Ефимова о его жизни, о деятельности. Это оргкомитет возглавляет по изданию книги Александр Николаевич Жирков, Гаврил Гаврилович Андросов. Они вот работают по данной книге. Эта книга должна, она уже готова к изданию, она должна уже выпуститься в свет. По бюсту, по скверу и бюсту нашего земляка Георгия Семеновича Ефимова, пользуясь случаем, пользуясь моментом, от имени всех жителей Верхоянского района, руководства района, хочу выразить благодарность мэрии города Якутска, всем коллегам, которые оказали непосредственную помощь в выделении места для того, чтобы увековечить наше имя нашего земляка Георгия Семеновича Ефимова. И бюст будет в городе Якутске. И мы этим очень рады, гордимся. Это для нас, верхоянцев, конечно, большое достижение. Да, наш земляк будет, его бюст будет в центре города Якутска, в столице нашей республики. Ну, надо сказать, что до этого момента о Георгии Семеновиче не очень много говорили, потому что он впоследствии перешел на сторону, на сторону белых, и, в общем, такой, Да. поэтому имя его Был руководителем вот Временного областного управления Якутии. в Якутии, да, с центром в Чурапче, Ага. и поэтому, собственно, особенно широко, но в советское время вообще про него не говорили, Да. вот, начали говорить только после, Мгм. после советского времени. Еще, ну вот у Георгия Семеновича юбилей, значит, 130 лет, еще ведь 180 Да. лет Ивану Худякову. Александровичу Худякову. В этом году вообще юбилейных дат у нас очень много. 175 лет Никите Семеновичу Горохову. Никита Семенович Горохов первый из якутов, член Императорского русского географического общества. Он своими находками удивлял всю страну. 1800-е годы он находки, которые находил в Верхояне, да, шерстистого носорога, вот он отвозил именно в Санкт-Петербург, в Кунсткамере восстанавливали, и приезжали целые делегации из Европы, из различных стран. И вот мы в то время, когда не было ни транспорта, ни связи, вот такие достижения были у наших земляков. И 180 лет в этом году исполняется Ивану Александровичу Худякову, полицейному, который заложил основу основ всей Якутии, мы можем об этом говорить, да? Благодаря трудам Ивана Александровича Худякова, которые были написаны именно в Верхоянском районе, сказки, вот «Беберикяне Мерсин», «Тал-Тала Мерсин», мы говорим, это наши бабушки, прапрабабушки, все сказания, все предания, весь фольклор, все обычаи изложены вот в его трудах. И основываясь на этом, мы сегодня проводим по всей республике наши национальные праздники ИСЭХ. И в этом году отмечаем его 180-летие в сентябре месяце. И в плане Министерства культуры тоже имеются определенные мероприятия по данной дате. В этом году еще исполняется 95 лет нашему народному поэту Моисею Дмитриевичу Ефимову. Мы сейчас на уровне района проводим различные мероприятия по отраслям управления культуры, управления образования, общественники. На своем уровне проводим акции по исполнению его песни «Тюгурикаласканян тапта». Все население Верхояни очень гордится Моисеем Дмитриевичем Ефимовым, и хотелось бы, чтобы и на уровне республики мы смогли тоже провести достойно его мероприятие, посвященное именно Моисею Дмитриевичу Ефимову. Очень приятно, тем более, что я его внучка. Давайте вернемся к проблемам вообще Верхоянского района, да, чем сегодня вот район живет, какие самые актуальные вопросы, которые вот волнуют сейчас жителей. Как уже мы говорили, сейчас проводятся дни Верхоянского района, и сейчас как раз последние дни закрытия автозимника. Все наши главы практически здесь, в городе Якутске, занимаются приобретением материалов для строительства, перевозкой. Вот перед последним зимником, да, уже вплотную работают. И помимо этого они сейчас, вот мы вместе организовываем различные встречи
по нашим основным проблемам. Сегодня мы с делегацией нашего Верхоянского района, с главами муниципалитетов встречались в ГУПе ЖКХ. Тепло на севере — это самая основная наша проблема. Ага. И по подключению частного сектора к отопительной системе, по строительству, ремонту котельных, ага, то, что мы постоянно ставим. Ага. И также мы все знаем, по России, по Якутии, везде широко идет обсуждение нового проекта закона о единой системе публичной власти. Ага. И сегодня мы встречались утром тоже в департаменте местного самоуправления с Иваном Романовичем Поповым. Тоже наши главы задали свои интересующие вопросы. Так мы очень часто, вообще много раз обсуждали данный проект закона, внесли свои предложения, ага, и участвуем на экспертных площадках. Конечно, этот вопрос нас всех волнует. Много вопросов у нас по интернету, вообще вот последние годы в связи с пандемией, когда все перешли на дистанционное обучение, дистанционную работу, да, нам было очень сложно. И сейчас сложности имеются. Да? Потому что интернета практически нет. Нам приходится, да, каждой семье в деревне, например, да, надо купить тарелку, например, интернетную, Landsat, Starblizer, да, которая стоит от 40 тысяч. Потом ежемесячно платить за мегабайты, за тот трафик, который мы получаем. А чтобы наши дети учились, получали задания, чтобы была хоть какая-то связь, мы должны оплачивать эти тарифы. У нас они стоят от 5 тысяч в месяц, 6 тысяч, 7 тысяч, 10 тысяч. Вообще очень затратный интернет. И мы с нетерпением ждем подключения ВОЛСа. Подключение ВОЛСа, оно у нас во все программы включено. В плане оно стоит у нас на 2024 год, связано с нашей круглогодичной дорогой Яна. Все надеемся на вот скорейшее подключение вот ВОЛСа, ждем, когда он до нас дойдет. А вот операторы сотовых сетей, МТС, Мегафон, Билайн, да, которые у нас обычно есть, они только как звонки, и иногда СМС. И то в Батагае, когда все у нас окружено горами, тоже бывают сложности. А на работах мы устанавливаем уже систему, это Дозор, Ростелеком, тоже тарифы очень большие, затратные. Это вот интернет. Следующее у нас, конечно, это дороги. Сложная транспортная дорожная схема. У нас из 17 муниципальных образований только 6 наслегами мы имеем круглогодичную дорогу. Круглогодично только 6 наслегов имеют связь с районным центром. Из 17? Из 17. А 11 получается только? Да, 11 далеке. Еще у нас есть участки, да, участки. Например, в том же Эйгинском наслеге участок Осохтох. Там вообще тоже дороги нет. Вот дорога у нас острая проблема. И очень надеемся на развитие малой авиации. Сейчас, конечно, вот установили наши внутренние субсидии. Да? Мы пролететь можем из нашего районного центра Батагай до Якутска, пользуясь скидками. Есть эти субсидированные билеты? Да, вот они появились, и теперь у нас увеличился пассажирский поток. Потому что билеты подешевели, все захотели лететь. Вот как раз каникулы, да, например, и очень много здесь уже соревнований начались везде, конкурсы. Мы хотим, чтобы наши дети участвовали, но, к сожалению, самолетов нет, бортов нет. Мы закупаем билеты в авиакомпании Якутия, например, каждый день. По 49 билетов в один конец уже проданные, например. И даже сегодня тот самолет, который должен был лететь в понедельник, вылетел только сегодня. И за эти дни тоже накопились. Получается. Четверг, И за эти дни тоже накопились пассажиры. Вот такая у нас проблема. А вообще сколько... И они нам объясняют, что бортов пока авиакомпаний как-то мало. Хотелось бы, чтобы у них было много бортов, чтобы они эти рейсы осуществляли регулярно. В Батагай же летают две авиакомпании, в основном да? Якутия и Полярные авиакомпании. Якутия и Полярные авиалинии. Полярные авиалинии, они стабильно летают по понедельникам, средам, пятница. И кроме этого у нас еще работала авиакомпания Ирайра. Это уже у нас Иркутская авиакомпания, и она, видимо, сдает в аренду и самолеты, и осуществляет рейсы. А сколько сейчас стоит субсидированный билет Субсидированный до Батагая из до Якутска? Батагая 10-100 стоит.
10 100 в один конец. Это субсидированный. Это субсидированный. не А субсидированный? когда субсидированный заканчивается, билет у нас стоит 24 500, 28. В одну сторону? В одну сторону. 28? Да, 24, 28, в пределах вот этих сумм. Это без субсидий. Ага. Если у вас, например, прописки в районе нет, то цена вот такая будет. То есть это субсидия только для тех, кто прописан в Да, районе. прописан. То есть я с пропиской в Якутске Нет. субсидированный билет не куплю. Нет. Все понятно, не поеду. Что поменялось с тех пор, как Верхоянский улус был приравнен к Арктическим улусам? Ну, В арктическую зону. ага, в арктическую зону. Ну, на уровне республики создано вот целое министерство Арктики, начали работать программы по развитию Арктики, поддержка жителей Арктики, да. Но они не так резко все прям вот стали Арктикой и все улучшилось. Конечно, не так, оно у нас идет постепенно. И мы надеемся, что и вот те же наши вот интернеты, те же наши ФАПы, тот же морг, проблема морга, которую мы постоянно ставим, оно у нас все идет в прикреплении с программой развития Арктики и арктических территорий на период с 20 по 24 годы. Медицина, вот как дела с медициной обстоят? Ага. С телемедициной? Ну или при отсутствии интернета о телемедицине, наверное, рано Вот, говорить. телемедицина, вот оно связано именно с развитием интернета. Конечно. Чтобы интернет был, чтобы он не обрывался, чтобы с любого населенного пункта, там же надо по телемедицине показать больного. Если, например, у него инсульт, инфаркт, он должен подвигать руками, помахать, либо как-то они сразу вот должны ставить диагноз, что у них такая система. А так как у нас интернет вообще практически нет его, да, объясняем, все приходится по телефону. А, конечно, с районным центром и с нашей, вот с республикой телемедицина, она работает. Интернет, он подключенный, и вот центральная районная больница у нас имеет очень хорошее вот новое здание, и все вот наши жители, вообще очень долго же ставился этот вопрос строительства здания больницы, да. Сейчас все заходим в больницу и говорим, ой, мы как в медцентре в городе Якутске. А телемедицина, она вот из-за интернета. Да, вопрос интернета, все равно ждем интернет. А так у нас начались программы вот по строительству ФАПов, по врачебным амбулаториям. Хотелось бы, чтобы в последующие годы тоже наша программа не прекращалась. Ну, конечно, это же зависит от общего состояния финансового бюджета республики, России в свете последних событий, да. Хотелось бы, чтобы, конечно, вот программа по модернизации медицинских учреждений, она продолжалась. А вот эти вот программы «Земский доктор», «Земский учитель», они у вас работают? Они работают. Земский учитель, земский доктор Или работают. Какие-то отдельные мы учитель тоже... Арктики, доктор Арктики, дети Арктики. Да, вот эти программы уже начали у нас работать. Земский доктор у нас программа уже давно работает. И она эффективна, конечно же, но тоже возникают проблемы. Например, тот же дальний участок Осохтох, тоже, например, чтобы обеспечить этого фельдшера всеми условиями, мы не можем. Тоже и требует интернет, тоже нету интернета, вот, благоустройство, вот мне интересно, дом. Объясните, пожалуйста, вот зрителям, да, что такое дальний участок по вашим меркам. То есть если... От районного центра. Да, от районного центра. От районного центра это у нас получается 300 километров, 200 километров. И как добираться? Говорите, дороги и нет. добираться вот только в зимнее время на машине. Это у нас уходит на дорогу. Ну, сейчас у нас есть организация «Дороги Арктики», да, которая занимается именно конкретно вот этой частью дороги, где осуществляются перевозки. Зимники, И поэтому как бы есть хозяин, куда мы можем обратиться. И мы, например, до этого участка доезжаем за 5 часов. Из Батагая беспрерывно на машине мы должны... За 5 часов на машине? 5-6 часов. Это по льду? По льду. По реке? По реке, с Батагая. Потом есть у нас еще на селе Ксордах, еще есть Баралас еще отдаленные. Туда вообще 10 часов, 12 часов. На машине надо ехать 14 часов. Это зимой? Это зимой. По льду. А летом? А летом вот надо ждать вертолет. То есть летом туда не попасть? Не попасть. Или на моторке? Или на моторке. Ну, на моторке 10 часов тоже особо не поедешь, очень,
много случаев, да, вот различных, можно сказать, да, сложно, короче, на моторке, но жители, приходится нам ездить на моторках, рейсы авиакомпаний тоже, они полностью субсидированы, ограничены в количестве, да, сколько-то рейсов в июне месяце, в июле, в августе, в зависимости, конечно, от потребностей и наполняемости этого вертолета. Мы должны еще вертолет наполнить туда и обратно, чтобы эта перевозка осуществилась. И ставится постоянно вопрос по транспорту по воде. Это у нас, как Ильбисы же есть, да? Ага, подушки. Да, Ага. да, воздушные Вот, подушки. сюда. воздушные подушки, но они берут только 5 пассажиров. Ага, плюс еще им надо взять этот бензин, потому что там по дороге нету заправочных станций. В результате того, что они туда везут и бензин, и все прочее, тоже уменьшают количество пассажиров, которые могут туда вместиться. Мгм. Конечно, было бы хорошо, чтобы у нас такие вот суда были постоянно на ходу и осуществляли и наши верхние наслега в сторону Дулгалаха, Сурдаха, Сартана. Ага, у нас сейчас подушка имеется, вот транспорт такой только до вот участка Эгинского наслега, ага, и охватывает Эльгес, Чурюмче и Эгинский, ну вот по этому кусту. А с Сохтоха еще надо приехать на моторке долго. У нас река же не прямая, вот как по линейке, да? Она у нас извилистая, ага, по всем... Петляет вот так, да. вот, как. Ага, различные вот петли, поэтому очень много времени уходит, много бензина, много времени. Но есть ведь какой-то проект строительства дорог? Есть проект сейчас строительства круглогодичной дороги Яна. Ага, она связана у нас еще с развитием горнодобывающих компаний. У вас ведь Полиметалл работает? Полиметалл работает, ага. И оно связано вот именно с ними, с общим финансированием и со стороны Полиметалла, со стороны республики и со стороны района. Вот такие у нас вообще намечаются мероприятия. Ну, то есть вроде бы все должно Мы делать. верим, надеемся и ждем, конечно. Но мы, верхоянцы, очень патриотичный народ. В Верхояне живут истинные патриоты, истинные жители, которые очень любят свою родину, они прям берегут традицию, культуру, землю, да. Несмотря на такие сложные условия, они живут, они радуются, да, например, и они гордятся своим районом, своим наследием. И вообще надо дать должное. В таких условиях это практически, да, любой турист, любой приезжий может сказать, вы выживаете. В действительности, если так взять, конечно, у нас как будто мы выживаем. Но вот вы сказали, что вопросы отопления всегда, я же так понимаю, что даже до сих пор есть дома, где нет центрального отопления. Да. У нас народным депутатом был Александр Александрович Наговицын, руководитель ГУП ЖКХ республики. И в то время было построено очень много котельных. Ага. И остались еще наслега, в которых не до конца подключен частный сектор. Например, половина наслега подключена, а половина еще не подключена. То есть они топят печку дровами? Дровами, ага. Или углем, или дровами? Дровами. Дровами. Ага. В минус 60? Минус 60, да. И вот хотим умощнить наши котельные, либо дополнительные еще котлы поставить. Ну, имеются различные проекты в этом плане, да, каждый наслег отрабатывает с верхоянским филиалом ГУП ЖКХ, с ГУП ЖКХ республики. И сегодня вот тоже эту проблему обсуждали, как мы видим, как мы хотим и как должно быть. Очень много, конечно, требуется документации, по проектно-сметной документации, если это строительство, и средств. Ну вот вы заговорили про туристов. Действительно, район очень красивый, и там же находятся вот Кизилях, да, знаменитые. Все, кто там побывал, они все под впечатлением. Но мне кажется, каждый житель Якутии хочет хотя бы раз там побывать, да. Вот как у вас с развитием туризма, какие планы? По туризму мы вообще имеется очень много проектов у жителей, уже частные вот индивидуальные предприниматели, они предлагают свои туры. Конечно же, самая главная красота, которую приезжают смотреть туристы, это горы Киселях.
Ага. И еще мы всегда говорим, что мы полюс холода. У нас вот самый красивый все равно музей, краеведческий музей «Полюс холода». Все исторические факты, вот Ивана Александровича Худякова, исследования Сергея Ковалика, все равно по полюсу холода мы свое отстаиваем, да? И наш исторический город Верхоян, сейчас там, кстати, по комфортной городской среде построен очень красивый сквер Югуян. Наша Тюгюльга Хоптолах, где проводилась ИСЭ Холонхо, тоже является достопримечательностью района. По дороге из районного центра в город Верхоянск у нас очень красивый лагерь, очень красивая местность. Вот детский лагерь Харсхал Екатерины Алексеевны Портнягиной, он у нас построенный, да? А в сторону Киселяха сейчас вообще жители предлагают различные туры, да? И сейчас вот как раз весенний период очень красиво подниматься на гору на буранах с местными жителями, они все рассказывают, показывают, и на буранах вот все это доступно. И в летнее время, в осеннее время у нас туристов в сторону Киселяха много. Но в связи с пандемией, конечно, были ограничения. Сейчас думаю, что увеличится поток туристов. У нас есть проект «Верхояние. Сердце Арктики», туристический, именно объединяющий, можно сказать, ну, кластерно различные уровни. Например, мы говорим вот тоже в этом Олонхо, что орто дойду, аллара дойду, юхе дойду, да? Ага. И вот юхе дойду, средний мир, нижний мир, верхний мир. Верхний мир всегда у нас связан с божествами Саи, и он у нас связан с горами Киселях. Угу. Средний мир — это мы жители, да? И мы это видим в нашем Тюсюльге, вот, где проводился ИСЭ Холонхо, с ритуалами, обрядами, с нашими песнями, танцами, с нашей национальной кухней. Да? И Нижний мир, он у нас связан с провалом. У нас же есть уникальная местность, провал, вообще на очень большую глубину, там образовалась как яма. Если сверху посмотреть, она прям такая вот фигура. И это вот там, где археологи находили различные находки, где вот бизоненка находили, лошадь больше 400 тысяч лет. Ага, вот все находки, и лемминг, который вот очень уникальный, все находки там. И мамонты. Ага, и он очень близок от районного центра. Буквально 20-30 минут на машине можно уже туда доехать. Ага, и он, если так образно посмотреть, то это Нижний мир. То это Нижний мир. Ага. Ага. Вот. И с агентством развития туризма вплотную работаем, ага, и предлагаем вот такие варианты. Есть у нас еще варианты по рыболовству. Ну, не так, конечно, сильно массово, да, но как экзотику мы тоже можем предложить. Есть гостевые дома, которые жители сами предлагают, и постепенно у нас должна развиваться и гостиничный бизнес, и должна улучшиться инфраструктура. А вот насколько вообще проблема с кадрами стоит? Проблема с кадрами, она у нас стоит, конечно же, потому что вот, как и во всех северах. Ага. По всему северу, ну вот по всей Арктике, я не знаю, исключение Верхоянский район или нет, ну, проблема в том, что уезжает молодежь, уезжают люди, и, ну, и трудно заманить специалиста, в общем, работать куда-то на север. Есть такое? Есть такое. У нас вот эта проблема есть. Она, все вот, особенно молодые специалисты, очень требовательные к комфортным условиям жизни, требовательны вот к интернету, к досуговой занятости. Мы же не город, конечно же, да, и все у нас слабо развито, и отток тоже имеется, отток населения тоже есть. Ну, стараемся своими силами привлекать молодых специалистов. Наши главы муниципальных образований активно продвигают программу строительства жилья для молодых специалистов, чтобы их привлечь, чтобы у них были условия, чтобы они закрепились у нас на местах. Ага.
но все равно, как и на всех северах, эта проблема у нас есть. Катерина Васильевна, не могу не спросить про письмо, которое в интернете очень широко обсуждали год назад на всех сайтах, там, вплоть до Пикабу и так далее. Письмо, которое в Верхоянск пришло неожиданно от американца. Он туда вложил $1, написал какое-то зашифрованное сообщение, просил положить его в банк, что произошло там, какая судьба этого. Да, мы все были очень удивлены. Прямо это у нас распространилось по всем сетям. И, ну, город Верхоянск, мэрия города Верхоянска, руководство города Верхоянска с музеем, они отрабатывали по данному письму. И, конечно, это тоже, можем сказать, факт истории, да? Исторический факт, момент такой, который у нас запечатлился в нашем краеведческом музее. То есть письмо это лежит в музее теперь? Ну, сотрудниками музея, оно там, и с городом Верхоянском они уже ищут того, кто написал, и дальнейшую судьбу, конечно, они сами решают. А $1-то в банк положили, нет? Об этом я ничего не могу сказать. Это вот город Верхоянск. Ну, кстати, про город Верхоянск. У меня тут во вторник был в гостях Николай Макаров, руководитель департамента по охране культурного наследия. Вот. И он сказал, что там есть очень много зданий, прямо назвал какие-то дома, дом Кулаковского, там еще что-то, которые потенциально могли бы стать объектами культурного наследия, но ему нужно письмо либо от властей района, либо от депутатов, поэтому займитесь. С Николаем Афанасьевичем мы очень плотно работаем. И, конечно, время, да, то, что они вот стоят долго, в этих же домах у нас люди живут. Они у нас жилые, например, те дома. Но это не мешает, я вот выяснила, это не мешает признать. То есть охранять можно и дом, в котором люди живут. И были косметические ремонты в некоторых зданиях. И, например, вот там еще есть здание, детский сад сейчас он. В то время была осада города Верхоянска. Наверное, он тоже рассказывал про исторические фотографии перед этим зданием. Здание администрации города Верхоянска само тоже является историческим. В этом плане мы с Николаем Афанасьевичем часто общаемся. И вот как раз дальше с ним, вот завтра он тоже у нас должен принять участие на нашем круглом столе. Ну что ж, я вам желаю удачи, чтобы завтра круглый стол прошел хорошо, чтобы дни вообще, и чтобы к вам пришел интернет и были дороги, центральное отопление везде. И строительство. Строительство, да. Все, спасибо вам огромное. Спасибо. Ну что ж, на этом выпуск программы «Якутия Лайв» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.